Государственная кадастровая палата Абхазии является важным органом в системе государственного кадастрового учета. Эта организация занимается сбором, обработкой и анализом информации о земельных участках и недвижимости на территории страны. Кадастровая служба в Абхазии не только создает и ведет кадастровую карту территории, но и обеспечивает доступность этой информации для граждан, организаций и государственных органов. Это позволяет эффективно использовать земельные ресурсы, регулировать строительство и развитие городов, а также защищать права собственников. Работа по созданию кадастра недвижимости началась в 2010 году. Реализация этого мероприятия состояла из нескольких этапов и осуществлялась за счет средств инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия. До момента вступления закона в силу и до принятия его как такового мы очень многие процессы опробовали и пытались модернизировать уже хотя бы в условиях ограниченных возможностей и понимания самого процесса работы, модернизировать саму систему, ее возможности, и в том числе с учетом современных технологий. То есть в современном мире мы уже привыкли, что вот в России, в соседней стране, как у них устроено, видим, что у них очень цифровая страна, где многие процессы очень легко проходят без личного обращения. Хотим как можно больше таких возможностей предоставить нашим гражданам тоже. В ближайшие годы внедрим больше таких специальных возможностей. Для кого-то это актуально, для кого-то нет, но мы будем давать выбор, чтобы можно было использовать и цифровые технологии, и личное обращение, что немаловажно. Ранее существующая старая система БТИ была рассчитана на социалистическую модель и учитывала прежде всего государственное имущество. В современных реалиях рыночной экономики собственность граждан должна быть защищена наравне с государственной. Главное новшество заключается в обеспечении сквозного учета всех объектов недвижимости, от земельного участка до здания и отдельных помещений. Это касается не только новых построек, но и объектов, впервые заявляемых для совершения сделок купли-продажи, дарения или вступления в наследство, требующих обязательной постановки на учет. Конечный итог в том, чтобы создать единый центр обработки сведений об объектах недвижимости, в том числе и о договорах, сделках, в том числе о пространственных данных. То есть это же получается связка между пространственными данными, местоположением земельных участков, самих зданий, сооружений, с внутренними помещениями, сведения о правах собственника, о договорах, которые прикрепляются к этим правам, в том числе о земельных участках, которые не под зданиями, сооружениями, выделяются для каких-то иных целей, сельхоздеятельности, рекреации и тому подобное, которые в совокупности, получается, хранятся и находятся в одном органе и регулируются и взаимодействуют между собой внутри органа. Не требуется никаких-то получения сведений из различных ведомств, структур, чтобы собрать всю картину воедино. Кому выгоден новый закон о кадастре? Обычным людям, собственникам, которые получат точные границы своих участков и надежные права, что поможет избежать будущих конфликтов. Сделки после первой регистрации станут быстрее, а пошлина за оформление будет фиксированной. Государство получит полную точную картину всей недвижимости в Абхазии. Это снизит загруженность судов земельными и имущественными спорами. Надежные права собственности – это основа для привлечения инвесторов и развития экономики страны. В дополнение к новым процедурам планируется запуск государственного информационного портала Кадастровой палаты. Этот портал предоставит широкий доступ к информации о кадастре, включая данные об объектах недвижимости, их владельцах, а также историю изменений. Не у всех имеется пакет документов в полной мере, поэтому приходится проводить приостановку учетно-регистрационной процедуры и начинать инициировать процесс кадастровых работ, в рамках которого проводится измерение местоположения земельного участка, определение местоположения объекта недвижимости на земельном участке и отметки внутренних помещений в случае, если есть разница между материалами в деле БТИ, либо планами, которые предоставляет гражданин на момент обращения. Причина этих расхождений разная. То есть иногда это просто длительный период, когда гражданин не обращался в учетно-регистрационный орган, существовавший до 1 октября, он проводил какие-то изменения, перепланировки, и поэтому возникают расхождения. Эти расхождения нужно зафиксировать, чтобы в дальнейшем гражданин мог оперировать с истинными данными о своем объекте недвижимости.
Внедрение закона о кадастре недвижимости и запуск соответствующего информационного портала направлены на повышение эффективности управления недвижимостью, снижение рисков при совершении сделок и обеспечение широкого доступа граждан и организаций к актуальной информации. Система позволит увидеть полную картину, сколько недвижимости учтено, сколько используется, какая часть жилая, какая коммерческая. Кроме того, будет внедрена кадастровая оценка, необходимая для сделок купли-продажи, дарения и наследства. Это альтернатива дорогой рыночной оценки. Кунда Шоуа, Давид Хашик, Абхазское телевидение.